Добрый вечер, вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Активная вакцинация. По республике использовано уже 70% доз прививок против ковид, поступивших в Якутию. Фольклор Амгинского улуса, сборник сказителей Ланхо, выпустят в СВФУ. Награды нашли героев. Спортсменов Якутии, победителей недавних крупных турниров, поздравили в торжественной обстановке. С завтрашнего дня планируется снижение грузоподъемности до 30 тонн на ледовом зимнике Якутск-Нижний Бестяг через реку Лену федеральной трассы Колыма. Также с 13 апреля до 20 тонн будет введено ограничение для проезжающего транспорта на ледовых переправах через реку Вилюй и через реку Алдан. Об этом сообщает пресс-служба Упордор-Вилюй. Движение по ледовым переправам закрывается ориентировочно с 19 апреля, говорится в сообщении. В управлении также настоятельно рекомендуют автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через эти ледовые переправы и автозимники. За минувшие сутки на территории Якутии выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На столицу из этого числа приходится 15 случаев. Также по 2 случая зарегистрировали в Алданском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Ниренгринском районах, по 1 случаю в Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Татинском, Тампонском, Чурапчинском районах. По состоянию на сегодня в республику поступило 110 812 доз вакцины. Из этого объема по Якутии использовано 70%. В первую очередь прививку получают работники образования, социальной сферы и, конечно, медики. Так, в Якутской клинической больнице из 1200 работников привились вторым компонентом, уже 70%. Вакцинация проводит вакциной ГАМ-ковид-ВАК, ее также называют «Спутник Ви». По состоянию вакцины у пациентов состояние хорошее, врачи никаких серьезных последствий не отмечали. Кроме того, к лицам приоритетной вакцинации относятся и сотрудники правоохранительных органов, вахтовые работники, военнослужащие и призывники. Напомним, вакцина против ковид ставится двукратно с интервалом в 21 день. Первую дозу я получил, когда я только поступил на работу, и потом вторую дозу я получил после 3 недель. И я после второй вакцины я хорошо себя чувствую, никаких там симптомов ОРВИ не было. И через 45 дней я сдал кровь на антитела, и у меня антитела G20. Это очень хороший показатель, и значит, у меня иммунитет образовался. Прокуратура Мегино-Кангаласского района ведет надзор за ценообразованием на социально значимые продукты питания. Прежде всего берут в учет жалобы, поступающие от местного населения. Репортаж Артура Старостина. В соответствии с действующим законодательством, цены на основные продукты питания не должны превышать установленных решением органа местного самоуправления в процентном соотношении закупочной цены. Зачастую население часто задается вопросом по ценообразованию в продуктовых магазинах. Цены тут разные все. В одном магазине одни, другие. Нет конкретных цен на определенные товары. Цены устанавливаются именно в зависимости от закупочной цены в процентном соотношении, то есть за сколько предприниматели, продавцы покупают именно продукты питания за пределами. То есть если они купили за какую-то стоимость, оттуда уже идет как бы в процентном соотношении. Не должно быть выше скольких-то процентов. А теперь более подробно. Постановлением главы Мегино-Кангаласского района на основные продукты питания цены не должны превышать более 20-30%. Например, если сливочное масло привезли из-за пределов нашего района, то оно не должно превышать 20% от закупочной стоимости. Но это в доступных населенных пунктах, как, например, в магазинах Нижнего Бестяга. А если она продается в труднодоступных наслегах, то процент превышается до 30%. Также на другие социально значимые продукты, исходя от того, что откуда привезли. Продукты мы закупаемся, привозим из заводов, у нас есть контракты, являемся официальными дистрибьюторами макаронной фабрики, муки. Прокуратурой района по поступившим сигналам от населения в феврале этого года в ходе проведения проверки в торговом центре «Азия» были выявлены факты превышения установленной розничной торговли надбавки на ряд социально значимых продуктов. Мы это все сделали нормально,
цены поставили хорошо. Все государственные проценты мы уже составляем цены свои. Также районной прокуратурой принимаются меры реагирования при выявлении нарушений ценообразования, и потому регулярно проводимые аналогичные проверки магазинов дают положительные результаты. Необходимо отметить, что важную роль в выявлении нарушений в части регулирования цен на основные продукты питания играют потребители. Если, по вашему мнению, вы столкнулись с необоснованным повышением цен в продуктовых магазинах, то вы можете обратиться с заявлением в прокуратуру или администрацию района. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. К другим темам. В Намском районе состоялось открытие обелиска памяти погибшим в авиакатастрофе 1951 года. Тогда 14 пассажиров самолета и 6 членов экипажа направлялись по маршруту Якутск-Вилюйск. При осмотре места происшествия было установлено, что самолет Ли-2 в 90 километрах от Якутска упал в лес и загорелся. Рассказывает Саргалана Неустроева. В 2010-х годах намские энтузиасты начали поиски информации по крушению самолета. Найти точное место трагедии удалось только с 3-й попытки, а дальше начался кропотливый поиск родственников погибших. На их след поисковиков вывели старые некрологи в районных газетах. Об этой катастрофе мы, как поисковики, узнали в начале нулевых. Начали установить место катастрофы, потому что координаты в деле были указаны неточные. И совместными усилиями года 3 назад приехали на это место, поставили точку, а сегодня открыли памятник. Сам памятник был возведен благодаря Фонду содействия социально-экономическому развитию Верхневилюйского района и на средства добровольцев. По поручению главы района Владимира Семеновича Паскотина занимался этим делом, и мы в связи с известными обстоятельствами в прошлом году не смогли открыть этот памятник, и наконец-то мы сегодня делали благое дело, и я надеюсь, что предыдущее поколение будут помнить о горестных фактах истории нашего народа. На торжественном открытии обелиска помимо самих энтузиастов присутствовали и те, кого непосредственно затронула трагедия. Так, в катастрофе 1951 года погиб отец Зои Луковцевой, оставив 6 несовершеннолетних детей. Зои на момент аварии было всего 5 лет. Вот мой брат, самый младший был. У нас в семье 6 было. Самый младший Аркадий Сергеевич, я средняя дочка. У нас было 3 дочерей и 3 сыновей. Только вот из этих в нашем Верхневилюйске 9 было, 9 в авиакатастрофе попали. Он только один, кое-как, а другие вот у них только пепел остался. Так, силами небольшой группы энтузиастов удалось возродить память о страшном дне. Память о первой авиакатастрофе пассажирского самолета. В поисках подробностей трагедии были задействованы не только жители Намского, но и Вилюйского и Верхневилюйского районов, а также города Якутска. Саргалана Неустроева, Мария Федорова, Намский район. Вилюйский УЛУС тесно сотрудничает с Федеральным космическим агентством «Роскосмос». Так, к 385-летию основания города Вилюйска в районе был возложен памятник макета ракеты «Союз-2». Сегодня, в День космонавтики, ученики аэрокосмических классов, а также общественность города собрались на торжественном мероприятии, посвященному 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Напомним, что аэрокосмические классы в Вилюйском районе работают в 2 школах. В целях пропаганды и изучения отечественной космонавтики в районе 5-й год проводим интеллектуальный турнир «Космос далекий и близкий». Особенностью данного турнира является поездка наших победителей в места, связанные с космонавтикой. Так наши ребята побывали в космодроме «Восточный», в Звездном городке. В 2019 году на базе средней школы номер 1 открыли аэрокосмический класс. Учащиеся данного класса в этом году по итогам участия на Республиканской олимпиаде «Старт в космос» приглашены на поездку в космодром «Восточный». Также в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и администрацией нашего района наши выпускники имеют возможность поступить на целевые места.
В Усть-Алданском Улусе работает единственный музей космонавтики и авиации Республики имени Ивана Жиркова, который находится в Дюбсюнском наследии. У истоков становления этого музея стоит учитель географии Дюбсюнской средней школы Иван Жирков. Он руководил кружком ракетомоделирования. Музей непрерывно работает вот уже 47-й год. В начале создания музеев в поисковую работу включились все классы под руководством классных руководителей. Они собирали книги, статьи, значки по космонавтике. Активную роль вели экскурсоводы, кружковцы. В день 30-летнего юбилея нашего музея в 2004 году авиакомпанией «Полярной авиалинии» был подарен списанный вертолет Ми-2, который стал гордостью нашего музея. А также у нас есть 8-метровая модель ракетоносителя «Союз», которая была сделана руками кружковцев. Она является символом нашего музея. Научно-исследовательский институт Аланхо Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова занимается разработкой научно-популярного издания «Фольклор Амгинского улуса». В рамках первого этапа фольклорной экспедиции в район сотрудники НИИ записали мифы, предания, легенды и зафиксировали новые данные об аланхасутах, запевалах Асухая и воспоминания о них. Записали также видео и аудиоматериалы речи носителей старины и знатоков эпоса. В заключении о спорте. Якутские спортсменки, которые заняли первые места на всероссийских соревнованиях, награждены денежными сертификатами. Так, на прошлой неделе легкоатлетка Сардана Трофимова триумфально одержала победу на классическом марафоне, а команда якутских лучниц Кристина Устинова, Рената Курчатова и Валентина Евдокимова достойно представили наш регион, заняв первое место на соревнованиях по стрельбе из лука, которая прошла в Республике Крым. Сегодня состоялось чествование наших спортсменок. Министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев поблагодарил их за выдающийся вклад в развитие и пропаганду спорта и здорового образа жизни в республике и наградил их денежными сертификатами. Да, мы пока была команда, что можно написать заявку на нейтральный статус. Я написала и отправила в РУСАДА. Вот, там будут проверять и отправят мне сопроводительное письмо. И с этим сопроводительным письмом я должна отправить уже в World Athletics. Отдыхаю пока до конца апреля, потом уже с начала мая я уеду на сборы, потому что тоже сроки короткие, и мне надо быстро восстановиться и собраться и быть в форме уже к августу. Итоги дня подведем в большом выпуске новостей в 20:00 на канале Якутия 24.